Здравствуйте, дорогие ученики! С вами снова ваша учительница Талжан. И сегодняшнее видео мы с вами будем посвящать на тему настоящего времени. Да, если ты уже догадался, что это время у нас уже было, настоящее время, то ты большой молодец. Те, которые постоянно следят за моим каналом, они знают, что эту тему мы уже рассматривали. Но дело в том, что в казахском языке, как и во многих языках, но в английском точно, есть два вида настоящего времени. Что я имею в виду? Допустим, есть такое предложение. Каждый день я разговариваю с мамой по телефону. Понятно, да? Речь идет о каком времени? Я говорю каждый день. Значит, о настоящем времени. Не вчера, не завтра, а каждый день. Это происходит по привычке. Теперь то же самое предложение. Сейчас я разговариваю по телефону с мамой. Что-то изменилось? Конечно, изменилось уже время. Если первый раз мы говорили в целом о привычке, что мы делаем каждый день, то во втором случае, когда мы сказали «сейчас я разговариваю с мамой по телефону», мы уже говорим точно о времени, о котором мы сейчас разговариваем, прямо сейчас. И мы поговорим, как его можно образовать на казахском языке. Если в русском языке и в первом, и во втором случае формула будет одинаковая, просто я разговариваю с мамой по телефону, а в казахском языке нужно будет образовать разные формулы для разных времен. То есть для настоящего времени и для второго настоящего времени, которое происходит сейчас в данный момент, мы должны использовать разные формулы. И это называется нак осы шах, то есть настоящее время, которое происходит прямо сейчас. Итак, возьмем для примера слово «играть» – ойнау. Как можно сказать, я играю в футбол? Не в целом я играю в футбол каждый день, каждую неделю, а сейчас, в данный момент, я играю в футбол. Это можно сделать так. Я, мен, первое лицо, всегда начинаем с первого лица. Мен, футбол, теперь играть, ойна, корень. Потом, после этого мы добавляем п, букву п. Это называется кусимше, но это можно не запоминать, просто букву П. Потом второстепенный глагол обязательно, жатыр. И после этого ставим окончание первого лица, личное окончание первого лица, мын. И получается мен, футбол, ойнап, жатырмын. Такая длинная формула. Но по-другому уже никак. Только вот так нужно образовать на осы шах. Теперь поговорим о втором лице. Как можно сказать, ты сейчас играешь в футбол? Сен, футбол, ойна, опять добавляем после этого п, потом второстепенный глагол жатыр, и теперь меняем окончание, личное окончание меняем уже на второе лицо. Первый раз это было первое лицо, мын, теперь уже второе лицо, сын. Получается сен, футбол, ойнап, жатыр, сын. Давайте посмотрим, как образовать второе лицо, только вежливая форма. Вежливая вы, как будет по-казахски вы. Вы по-казахски будет сиз. Пишем сиз, все остальное списываем, как в первом, как в втором лице. Сиз, футбол, ойнап, жатыр. И личное окончание опять здесь будет второе вежливая форма, свое. Сыз. Сиз, футбол, ойнап, жатыр, сыз. И теперь можно переходить на третье лицо. Он играет в футбол сейчас. Ол, футбол, ойнап, жатыр. И в конце что? В конце ничего после жатыр. Потому что в третьем лице нет личного окончания. Поэтому получается ол, футбол, ойнап, жатыр. И посмотрим, что получилось. Давайте подытожим. Я играю в футбол сейчас. Мен футбол ойнап жатырмын. Ты играешь в футбол. Сен футбол ойнап жатырсың. Вы играете в футбол. Сіз футбол ойнап жатырсыз. И он играет в футбол. Ол футбол ойнап жатыр. Если вы обратили внимание, серединка у нас все одинаковые. Даже я специально вот оставлю одним цветом, чтобы вы видели, да? А что у нас, какая есть разница между этими всеми лицами? Только меняется местоимение в начале. Мен, сен, сіз, ол. И в конце соответствующее окончание меняется. Мын, сын, сіз. И в третьем ничего. И еще один момент. Если в русском языке нужно добавить слово «сейчас» или «каждый день» и так далее, а в казахском языке таких слов не обязательно. Просто меняем формулу. Мен, футбол, ойнаймын. Будет совсем другая формула.
И без этих слов-помощников можно будет разбираться именно о каком настоящем времени идет речь. Надеюсь, все было вам понятно. Я постаралась передать эту мысль как можно проще. Если будут вопросы, пишите в комментариях. Всегда буду рада. До новых встреч!